Бзира фюмас хатырыстква телехопшца. Аусура яцнацует апсу телехопшра пресс-центр. С коллегатшим шибзеукой и табу пшахяз. Ехах хастара квартал қалсует апсна хунткара, а лови изин курехчара знапы яну асида шакрылпха. Добрый день, коллеги, спасибо, что пришли. Сегодня в пресс-центре Абхазского телевидения уполномоченный по правам человека Республики Абхазия Асида Шакрыл. Асида Георгиевна, и вам большое спасибо за то, что пришли, нашли время и готовы ответить на наши вопросы. Уважаемые коллеги, я хотел бы напомнить, что Институт уполномоченного по правам человека Республики Абхазия был создан в 2016 году. Первым омбудсменом был Дмитрий Маршан, но уже в 2018 году его на посту омбудсмена заменила Асида Георгиевна. Как мы все понимаем, это сравнительно молодое образование для Республики Абхазия. Институту уполномоченного по правам человека нет еще и 3 лет, получается, был создан в 2016 году. Но, на мой взгляд, это на самом деле очень важное и необходимое образование для Абхазии. И в первую очередь мне бы хотелось поговорить о проблемах, с которыми сталкивается Институт уполномоченного по правам человека. Добрый день, уважаемые телезрители, добрый день, журналисты. Я рада такой встрече, потому что на самом деле пора открыто говорить о состоянии прав человека в Абхазии. Есть проблемы, о которых надо говорить, и думать, как эти проблемы решать. И, конечно, в нашей стране не все знакомы с законом об уполномоченном, по правам человека. И часто аппарат уполномоченного сталкивается с такими проблемами, когда исполнительная власть не знает о законе, препятствует работе аппарата уполномоченного. Например, если говорить на практике, как это происходит? Например, закон об уполномоченном дает очень широкие права самому уполномоченному. И самое главное, что этот институт независим. Для того, чтобы получить какую-то информацию и так далее, не нужно особое разрешение чиновника уполномоченному, потому что в законе это все написано. Любое обращение уполномоченного должно быть, на любое обращение должна быть реакция, и должны быть предоставлена информация и так далее. Но мы с этим сталкиваемся. Задача уполномоченного не самому не решать, эти проблемы. Нарушения должны, с нарушениями должны работать сами соответствующие структуры, например, прокуратура. То есть ваша задача обратить на это внимание. Моя задача, я иду дальше того, что я просто просто обращаю внимание. Мы также делаем свои рекомендации в соответствии с международными стандартами, которые существуют, с международным правом и так далее. Поэтому в соответствии с нашим, в первую очередь, законодательством, мы часто указываем на те статьи закона, которому должны следовать чиновники. Но получается так, что чиновники часто сами готовы нарушать. У нас очень много проблем системного характера. И для того, что... когда мы реагируем на те или иные нарушения, мы в первую очередь стараемся найти причину этих правонарушений. И чаще всего мы сталкиваемся с тем, что это системные нарушения. То есть такая практика сложилась. Это допустимо сегодня стало, что чиновник может не реагировать на проблемы. Чиновник может спокойно сидеть в своем кресле и не нести никакой ответственности за то, что в его сфере из года в год, в течение многих лет не решаются те или иные проблемы. Система образования не предполагает такого воспитания ответственного гражданина. Воспитание такого гражданина, который очень хорошо знает с механизмами защиты своих прав. Сегодня ко мне приходят люди недовольные, и говорят: мы готовы пойти на крайние меры, я пойду и чуть ли не побью этого чиновника, который мне не дает жилье и так далее. Но
А я говорю, вы знаете, это ничего не дает, кроме того, что вас могут просто посадить. Но у вас есть столько механизмов для того, чтобы ваши права были защищены, для того, чтобы заставить этого чиновника как-то решать эти проблемы. Мы говорили с вами о том, как должно быть, и мне хотелось бы поговорить о том, как происходит сейчас на практике. Наверняка, ну, я так понимаю, одной из главных целей, задач института и омбудсмена, который возглавляет этот институт, это помогать социально уязвимым людям Абхазии. И, к сожалению, есть факт, да, там присутствия домашнего насилия. Вот бывали ли обращения такого характера к вам, где женщина обращалась с просьбой о помощи, что в результате делали вы? И еще вот очень важный вопрос, на мой взгляд, если такого не было, могут к вам обратиться категории людей, которые испытывают на себе там регулярное домашнее насилие? Конечно, обращались. Например, у нас есть и тоже и статистика определенная, не у уполномоченных, но есть общественные неправительственные организации, которые на протяжении многих лет занимаются этими вопросами. И они часто ставят вопрос о том, что нужны кризисные центры, потому что у нас немало неблагополучных семей. И там не только вопрос женщин, да, которые там нуждаются в помощи и страдают от домашнего насилия, но и дети. Ну, то есть, но у вас есть сегодня реальные возможности, помочь этим женщинам? Очередь нам Или нужно. Это вот они просто обращаются, я и думаю, вы что психологическую поддержку можете там, оказать? лично я нет. Вы же понимаете, я же говорила о том, что уполномоченный сам этими вопросами не занимается. Я буду говорить и предлагать и те меры, которые необходимы, для того, чтобы эта проблема как-то решалась в этой стране. Например, нужно принять закон о домашнем насилии. Многие кто-то против, многие понятно, но этот вопрос должен регулироваться. Но он в какой-то мере обезопасит. Конечно, и там очень много чего можно будет заложить, которые будут, возможно, будет бороться с этим домашним насилием. Нам нужны кризисные центры на государственном уровне, нам нужны центры для детей, куда можно, где могут находиться дети, которые находятся в таких тяжелых условиях. Но дело в том, что, понимаете, когда мы говорим о правах человека, это означает, что есть ответственность государства за решение этих проблем. Когда мы говорим о нарушениях прав человека, это означает, что государство должно делать все, чтобы минимизировать эти нарушения в стране. Иногда понятно, что очень часто чиновники говорят, нет возможности и так далее. Но надо понимать, что когда тот или иной чиновник говорит, нет возможности, нет денег в стране, что такой ответ, вот просто сказать нет денег в стране, не снимает никакой ответственности ни с государства в целом, ни с чиновника, потому что в первую очередь государство должно демонстрировать, что делает все для того, чтобы эту проблему, ту или иную проблему решить. Что значит демонстрировать? Наличие института – это очень серьезное достижение, на мой взгляд, потому что другое дело, как мы будем его укреплять, и как этот институт заработает, это зависит от нас всех. Но то, что есть этот институт, это государство демонстрирует, что сегодня очень важно, это защита прав человека в стране. Асида Георгиевна, мы с вами увлеклись, правда, очень интересной беседой. Спасибо вам большое, но мы обязаны дать возможность нашим коллегам задать вам вопрос. Наверняка вопросы есть, уважаемые коллеги, а то складывается ощущение, что только мы вдвоем. Пожалуйста. Виталий Шария, газета «Эхо Абхазии». Одна из самых сложных и нерешенных проблем в независимой Абхазии – это правовое положение жителей восточных районов, которые имеют грузинское гражданство, и в ближайшее время их отказ от этого гражданства нереален. Разные властные команды в Абхазии пытались решить эту проблему по-разному. Сейчас, мы знаем, идет выдача видов на жительство, по-моему, очень медленно. Каков ваш взгляд на эту проблему и
Как вы считаете, вот именно этот вариант, он оптимальный в настоящее время? Выдача видов на жительство. Спасибо за вопрос. Вопрос очень оказался сложным, как вы отметили. Но в первую очередь, что бы я хотела сказать, решение вот этого как так называемого гальского вопроса, как часто у нас говорят, не может быть простым и односложным. Да? Это вопрос, который требует вот многостороннего подхода. В первую очередь это должен быть дифференцированный подход. Не может быть одного решения на все категории, да, лиц и так далее. Прежде всего, в Гальском районе проживают люди, чьи прародители там родились, никуда не уезжали, жили, считают себя гражданами Абхазии. Например, женщина, которая сегодня ко мне приехала, она говорит: я никогда не возьму вид на жительство, потому что это моя земля, здесь родились мои предки. Я в Грузии не жила не только вот за время вот этих вот, да, тяжелых для Гальского района времен, когда там ситуация была сложная и так далее. Поэтому есть категории, которые категорически отказываются от вида на жительство, потому что они считают, что они имеют все права там жить. Более того, она не является, там, скажем, гражданкой Грузии, но ее документы в течение года лежат в паспортном столе, и ей не отвечают никаким образом. Она не получила ответ за все это время. И более того, у нее есть паспорт старого образца, который годен до 2021 года. То есть вот непонятно, почему эта женщина сегодня до сих пор не получила. Более того, это женщина, которая в самые тяжелые послевоенные годы находилась там и очень много делала для того, чтобы как-то вот благоустроить эту жизнь. Она работала на официальных должностях и так далее. То есть понятно, что вот непонятно, почему эта женщина сегодня не может получить гражданство Абхазии. Есть категория людей, которые не имеют ни гражданства Грузии, ни гражданства Абхазии. Они сегодня считаются лицом без гражданства. Значит, нужно решать их проблему. Есть те, которые, вот как уже сказали, имеют гражданство Грузии, но вот они сегодня... Вот они как бы готовы, но они могут получать этот вид на жительство. Но очень многие, например, хотят отказаться от гражданства грузинского, да? И у них нет такой возможности, юридически нет такой возможности, потому что Грузия не дает такой документ, потому что мы знаем, что Грузия присоединена, да, к конвенциям, которые как бы конвенция о сокращении лиц без гражданства. Поэтому они, не признавая Абхазии, понятно, что лишая гражданства Грузии, эти люди в соответствии с международными нормами остаются лицами без гражданства. Но это задача нашего государства. Да? Люди, которые сегодня готовы отказаться от грузинского гражданства. Я знаю, что в свое время Бижан Убири, депутат парламента, поднимал этот вопрос. Он говорил, например, о 2000 людей, которые хотят отказаться от гражданства Грузии, но не знают, каким образом это сделать, потому что не могут получить такой документ. Но в этом случае я думаю, что в интересах абхазского государства было бы подумать о том, какой документ мы могли бы предложить им, чтобы был легитимным их отказ. И для нашего государства это был бы легитимным документом. Это наша задача, это не задача какого-то государства. Но мы могли бы продумать, там, например, если после этого эти люди там, воспользовались гражданством, и так далее, о мерах ответственности и так далее. Но как бы не реагировать на такой запрос, да, не реагировать на такую проблему, которая существует,
существует и которые озвучивают, говорят, мы как государство не имеет права, да, мы не можем не реагировать, мы должны этот вопрос решать. Когда говорят как бы о решении этой проблемы, чиновники в основном говорят о том, что нужно, чтобы эти люди были интегрированы в абхазское общество. Как бы иного другого решения нет, потому что если мы говорим о виде на жительство, но спустя 10 лет они могут получить, значит, гражданство Абхазии, да? Получается, что так или иначе мы думаем об их, мы же не думаем о том, что мы их всех выгоним отсюда. Значит, если мы говорим об интеграции, наши действия государства и власти должны быть направлены на то, чтобы интегрировать их. Те действия, которые предпринимаются сегодня, они не направлены на интеграцию, они не направлены на то, чтобы снизить, да, противостояние, конфликты и так далее. То есть, более того, из такого, ну, как бы, мне кажется, можно сказать, на мой взгляд, доброжелательного отношения, готового тогда жить. В самые тяжелые годы люди возвращались, когда возвращались в Абхазию, в сожженные дома, строили там, да, вот эти времянки, они жили, потому что это укорененные жители, это они там жили, поэтому мы понимаем, что нужно думать об их интеграции. Поэтому этот закон, этот путь, который сегодня выбран, он не направлен на интеграцию. Невозможно интегрировать так, вот как бы законами, которые отдаляют еще больше жителей Абхазии. Там живут люди, которые, фамилии исконно абхазские. И вот сегодня эта женщина, которая приезжала, ее дед тоже шакрыл, как и вот моей же фамилии и так далее. То есть, а сегодня они шаревцы, да, вот вы мне, да, вот они шарят, да. И как быть с ними, да? Люди говорят, мы не можем, мы не чувствуем себя, как бы, да, приехавшими из Грузии. А есть люди, которые хотят вернуть свои исконные фамилии. Законодательство наше сегодня не позволяет. Но нужно же думать об этом. Мы должны делать все для того, чтобы завтра не пришлось, помимо того, что это нарушение прав человека, помимо того, что это не государственный подход, нам нужно думать о том, чтобы не повторять войну. Да? Для чего это нужно? Мы не должны оставлять своим детям такие сложные вопросы, которые могут привести к эскалации, к такому противостоянию серьезному. Вы понимаете, нечеловеческое отношение к людям – это не проявление патриотизма. Вот на самом деле, вот постоянно обсуждая тему из различных сфер жизнедеятельности нашего государства, мы сталкиваемся с проблемой, где мы знаем, как должно быть, но мы не совсем представляем, как к этому прийти. Вот какую роль вот в этом вопросе более конкретными, пошаговыми, может быть, решениями может сыграть Институт уполномоченного по правам человека Республики Абхазия? И может ли вообще, вот, наверное, так будет справедливее поставить вопрос? Я считаю, что вот как институт, конечно, понятно, что я реагирую на нарушения. Вот я понимаю, что даже сегодня можно избежать очень немало мер, которые там принимаются, да, чтобы избежать нарушения прав человека, если вот иной подход принять. Вопрос Гальского района, вопрос правового статуса жителей Гальского района не должен быть не должен быть вопросом местного самоуправления. Этот вопрос очень политизирован. И многие политики сегодня не хотят обсуждать, особенно в преддверии выборов и так далее, потому что это непопулярный вопрос. Это вопрос, который ты как бы не наберешь очки, как говорится. Потому что настолько мы дискредитировали. Мы уже 20 минут говорим на этой теме, об этой теме, простите, но нет практических предложений. Да. Мой подход такой, что нужно серьезно на государственном уровне долгосрочные определить задачи, краткосрочные, думая о долгосрочном видении, да, долгосрочном решении этого вопроса. Вот думая об этом, нужно сегодня откровенно, открыто, не политизируя, надо подойти к решению этого вопроса. Различные площадки. Да. Ну ладно, мы с вами уйдем очень далеко. Иначе мы наломаем таких дров, уже поднимают руки, давайте позволим им задать иначе мы наломаем вопросы. таких дров, которые
которые так как очень серьезно отразится на безопасности нашего государства. Спасибо большое. Правда, тема сложная. Давайте нашим коллегам слово дадим. Информационное агентство «Спутник Абхазии», Сария Кварацхелия. По этой же теме хотел бы добавить то, что на самом деле уже дифференцированный подход уже нам и законодатели предлагали. Сегодня 4 категории. Вот мы про одно и то же интервью говорим. 4 категории граждан, но меня смущает то, что вид на жительство не предполагает приобретение недвижимости, жилья, но все эти люди уже как бы и раньше, там кто-то говорит 4 поколения здесь проживал, и кто-то больше 20 лет и так далее, и так далее. Вот все эти люди живут в каких-то домах, получается вот какой-то такой абсурд, у них нет права на приобретение жилья, и тем не менее они где-то живут. Ну вот есть вот все упирается в закон, и есть некоторые такие абсурдные моменты, когда закон говорит одно, а на самом деле вот по факту получается другое. То же самое и разрешение на проживание. Например, те дети беженцев, которые родились в промежутке 95-го, там, 99-го годов, они не имеют права даже на получение вида на жительство. Но, несмотря на это, с 99-го года проживают на территории Абхазии, заканчивали здесь школы и университеты, здесь завели семьи свои. И вот даже вид на жительство не получают. Как с этим быть? Какие выходы из этой ситуации вы можете предложить, быть может, законодателю или правительству? Спасибо большое. Спасибо, но мы, в принципе, говорим как бы об одном и том же. Дело в том, что проблема заключается в том, что мы вопрос правового статуса жителей Гальского района хотим регулировать только законом об иностранных, о правовом положении иностранных граждан. Тогда как нужно этот вопрос не пытаться только решить этим законом, потому что это мы же понимаем, что мы говорим о жителях, которые там жили, они не сегодня приехали из другой страны, они иностранными гражданами стали считаться, потому что в силу разных, мы же знаем все как бы, нельзя, не учитывая историю, как-то вот насильственно каким-то одним законом этот вопрос. Я так понимаю, Сария вас спрашивает, как с этим быть, есть ли конкретные предложения? Да, Сария говорит о том, что как бы есть разный подход. Нету разного подхода. Сегодня предлагается жителям Гальского района брать вид на жительство и все. Нет, в основном... разрешение на проживание тоже. Нет, вот, например, понятно. Разрешение на проживание и так далее. Мы не говорим о том, что они могут быть гражданами Абхазии. Получается, что там всего несколько сотен получили, да? Но на самом деле мы как бы не считаемся с реальностью. Это же укорененность этих жителей. Нельзя не считаться. Поэтому до тех пор, пока мы с реальностью не будем считаться, мы будем иметь вот такие непонятные решения. Вот как я сказала, надо вернуться, все это проанализировать. И когда начинаешь как-то анализировать в соответствии с реалиями, более того, надо как бы не забывать о тех политических решениях, которые были приняты в послевоенные годы, да? И нельзя игнорировать эти решения. Мы должны думать о преемственности, политической преемственности, правовой преемственности и так далее. Сегодня получается, что мы как-то игнорируем, получается, вопрос, да, вообще правового статуса, как будто он вчера возник. Нет. С 1993 года, когда первый президент Владислав Григорьевич Аценба в одностороннем порядке, да, в своем постановлении сказал, чтобы возвращались беженцы в Гальский район. С тех пор у нас есть ответственность и определенные решения. Ольга Джона, «Нужная газета». Я хотела узнать, вот недавно временно закрыта была граница по реке Ингур с Грузией в связи с тем, что в Грузии вспыхнула эпидемия так называемого свиного гриппа. И в связи с этим в Гальском районе прошел такой стихийный митинг перед администрацией Гальского района. И считаете ли вы, что это нарушение прав жителей Гала и вообще граждан Абхазии на передвижение? И еще вы заявили, что
в этой связи за помощью надо обратиться к международным организациям. Какую роль могут в этом сыграть международные организации, какую помощь нам могут оказать? И еще такой дополнительный вопрос. Это, конечно, все понятно с Гальским районом и передвижением через границу по Ингуру, но какие-либо действия ваш институт предпринимает, с кем-то, может быть, ведет переговоры, обращается к международным организациям, чтобы защитить права вообще жителей Абхазии на передвижение, потому что, как известно, у нас это большая проблема, отказывают, не говоря уже о том, что в визах просто не запускают в другие страны по каким-то абсолютно непонятным причинам. Наши художественные ансамбли не могут попасть на культурные мероприятия, при том, что есть договоренности, их просто снимают, отправляют обратно. Вот как-то вы с этим тоже работаете? Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Такой большой, широкий спектр вопросов. Да. Ну, конечно, нам полчаса не хватает, поэтому я согласна как бы на более постоянные такие встречи с вами, чтобы говорить о всех этих проблемах. Что касается закрытия границы, да, была проблема, и власти отреагировали. Но другой вопрос, как принимаются такие решения. Вот любое решение, оно должно быть как-то вот подготовлено. Мои акценты были связаны именно с тем, что при принятии такого решения нужно исследовать ситуацию. Да? Вот, закрывая границу, многие оказались без средств к существованию. Да? Кто-то там получает пенсии или еще что-то. Значит, 2 месяца они не могут получить пенсии. И, значит, они не могут пойти купить себе нужные, необходимые даже лекарства и прочее. Или же там студенты вдруг не могли выехать. Или же дети, которые учатся на другой стороне, не могли перейти в связи с этим. Это вот надо было продумать, как можно, что нужно сделать для того, чтобы эти люди сегодня не оказались перед проблемой, как выжить. Но это же, в смысле, эпидемия, не дай бог, если бы мы бы не остановили ее здесь. Значит, это экстренные меры. Это экстренные меры, но при этом любая власть, если даже мы не будем говорить о Гальском районе, власть любые свои решения должны продумывать, они должны быть продуманы на предмет, какие последствия эти решения могут быть, и как минимизировать негативные последствия. Вот это самое главное. Понятно, что, возможно, не будет все учтено, но государство должно демонстрировать, что они думали об этом, они предприняли возможные меры. Вот, например, почему к международным организациям? В связи с тем, что многие остались там, может, им продукты надо было бы, да? Могли бы международные организации помочь с снабжением продуктов, или со снабжением лекарств, или еще с чем-то, потому что у нас разные организации, у них у всех своя сфера деятельности. Можно было бы продумать. Например, люди МСФ не могли перевести мокроту. Вы знаете, это очень важно. Люди болеют, и они для них это жизненно важные вопросы, они должны как-то регулироваться. Но это сотрудники, такие же медики и так далее. Как можно было бы решить этот вопрос? То есть нельзя было вот так спонтанно подходить к решению. Ну разве это спонтанное решение? Это не спонтанное решение, но Минздрав, я не знаю, вы имели какой-то анализ ситуации от Нет, Минздрава? на самом деле я могу рассуждать. Я не знакома с таким анализом ситуации от Минздрава. Для принятия таких решений, конечно, в первую очередь мы должны ссылаться на анализ соответствующие службы. В данном случае Минздрав. Не было это. Я не потому, что это решение не нужно. Это важное решение, но нужно было защитить и думать. Это касается охраны здоровья нашего населения. Я говорю о каких-то превентивных мерах, которые бы минимизировали негативные эти последствия. Я опять повторяюсь просто. Вот. А что касается вопроса о передвижении, да, это то, что всегда волнует, и даже не находясь на этом посту, мы всегда, будучи в общественной организации, неправительственной организации, мы всегда этот вопрос поднимаем и всегда говорим о нарушениях прав человека и нарушении права на передвижение. Это очень серьезно. Вы знаете, к своем этом
выступлений. Я опять возвращаюсь к главе администрации Гальского района. Тимур Надарая сказал, что доклад Хаммерберга о ситуации с правами, который был проведен в Абхазии, что он такой очень такой негативный и так далее. Я выражаю свое сожаление, что дана такая оценка со стороны главы администрации Гальского района. Вот это такой доклад, вообще приезд Хаммерберга стал возможным, потому что один из сопредседателей женевских дискуссий обратился к Хаммербергу за тем, чтобы он провел, да, вот, исследование о состоянии прав человека в Абхазии для того, чтобы иметь объективную информацию, потому что чаще всего информация о состоянии с правами человека в Абхазии поступает из грузинских источников или тех международных организаций, которые представляют политизированные доклады, делаются такие установочные, даются оценки и так далее. И пришли к такому выводу, что нужен объективный, нейтральный такой вот да, доклад. И мы были очень заинтересованы в том, чтобы он приехал. И в своем докладе Хаммерберг указывает на то, что на многие нарушения прав человека, вообще на ситуацию с правами человека, вот именно грузино-абхазская война, да, последствия грузино-абхазской войны отразились на ситуации с правами человека, в том числе и право на передвижение, и многие другие. Я сейчас даже, это то, что, с чем как бы вот вы очень много прав. То сегодня состояние здравоохранения, образования и так далее, о доступе к качественной медицине, доступе к образованию. Это же все сегодня в таком состоянии, да, Абхазия, это же не потому, что мы как бы там совсем такие плохие управленцы в нашей стране. Нет, это в силу непризнанности, в силу блокады, в силу изоляции, все остальное. Поэтому именно Хаммерберг об этом и говорил в своем докладе. И для нас очень важно, чтобы такие доклады были. Например, кстати, этот доклад Грузия вот выразила свой протест. Да? Они сказали, что это не объективный доклад, потому что в этом докладе акценты ставились только на нарушениях, да, на состоянии прав человека, не от политических, как бы таких, вот это был такой нейтральный подход. И грузинам это не понравилось. И этот доклад в итоге вот, не был принят, да, вот там только ну, вот, добрая воля самого Хаммерберга, да, он постарался, чтобы этот доклад, вопреки там, да, позиции Грузии, был опубликован. И мы сегодня часто ссылаемся на этот доклад, потому что там очень хорошие рекомендации. Если там говорится о нарушениях прав человека, в принципе, там очень корректно все это, без политизации, все это корректно там, да, как бы указывается на эти нарушения с рекомендациями, как бы их решить. Поэтому главы администрации, в том числе Гальского района, было бы хорошо взять на вооружение, да, эти рекомендации и пытаться следовать вот этим рекомендациям и решать их, чтобы мы соответствовали международным стандартам. Очень важно для нас оценка таких, да, экспертов, потому что мы хотим стать частью международного сообщества. Мы хотим быть цивилизованной страной, мы хотим быть признанными. Такие оценки для нас очень важны. К счастью, наверное, а может и к сожалению, потому что проблем много, уже давно вышли за установленные временные рамки, вопросы продолжают поступать. Пожалуйста. Давайте мы с вами попробуем покороче на них ответить, потому что хочется дать слово каждому журналисту. Пожалуйста, представьтесь. Линда Тужба, База ТВ. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас официальный сайт, куда граждане могут электронно обратиться за помощью? Спасибо за этот вопрос. Сайт практически готов, вот только мы должны сейчас, вот вы знаете, что я была вот утверждена на должности в марте, и фактически мы смогли, да, вот, полноценно заработать только в ноябре, когда мы смогли уже
перейти в свой офис и так далее. Поэтому не так быстро все, как хотелось бы, мы смогли это сделать, но сайт есть, и туда можно будет в онлайн-режиме обращаться, и мы будем стараться, вот все наши оценки, все наши все, даже письма наши какие-то мы будем просто вывешивать, ответы наших чиновников будем там вывешивать, чтобы люди видели, как чиновники думают о правах наших людей и так далее. Так что, надеюсь, что в скором времени сайт заработает полноценно. Спасибо большое, Асида Георгиевна. Уважаемые коллеги, вопросы есть? Пожалуйста. Мы поговорили о проблемах с нарушением прав человека в Гальском районе, то есть в восточных районах. Хотелось бы знать, с какими проблемами обращаются жители других районов, западной части, например, Абхазии. Да, проблемы очень разные. Вот я сегодня тоже, когда шла к вам, попросила какую-то статистику получить. Вот я даже за то время, там, с марта месяца, за прошедший год, там около 70 обращений к нам было. Но вот за полмесяца, января, 2019 года, к нам обратились уже 27 человек. То есть люди стали больше слышать, больше знать о нашем, об институте уполномоченного и так далее, и люди стали обращаться к нам. Помочь скольким удалось из там человек? Я так и многим, мы пытаемся помочь, многие вопросы на стадии решений и так далее. Но чаще всего самый большой процент связан с судебными решениями. Люди считают их несправедливыми и обращаются. Это самый большой процент за этот год, который к нам сейчас обратились. Люди обращаются с жилищными вопросами. Например, вчера у меня целая делегация была людей, которые за 25 лет, это молодые семьи, это дети погибших, которые уже имеют свои семьи, и они сегодня не могут найти крышу над головой. И в связи с этим, вы знаете, я сказала, надо не в роли просящего быть, а граждане должны понимать, что не нужно быть в роли просящего у дверей этих чиновников. Они должны требовать. Я, например, думаю, что было бы важно, например, в решении этого вопроса, предложила им поставить такой вопрос: инвентаризацию жилья в городе Сухум. Понять, почему за 25 лет до сих пор это не проведено, и поэтому столько жилья, столько закрытых, брошенных уже в таком состоянии помещений, а люди все равно оказываются на улице. То есть в основном вопросы связаны с плохим управлением, с недобросовестностью чиновников. И, конечно, для решения этих вопросов нужны такой системный подход. И мои подходы в работе, они направлены на то, чтобы как-то системно эти вопросы решать. Конечно, мы конкретному человеку стараемся помочь, но в ходе работы, в ходе обработки его дела, мы выявляем эти системные и начинаем заправлять. Но как я сказала, чиновники не реагируют, они не знают. Например, тоже, скажем, не все, даже журналисты, например, не знают. Я когда, например, недавно делала одно заявление, на ГТРК я отправила, например, не было опубликовано это заявление, хотя в законе об уполномоченном сказано, что не имеют права не публиковать, если я считаю, что это заявление важное, и это нарушение прав человека, тем более какие-то массовые проблемы, что не имеют не публиковать ни заявление и так далее. Я думаю, что это тоже будет со временем известно, и мы будем справляться с тем, что больше будут знать закон чиновники, и будет меньше как-то нарушений этого закона. Большое спасибо, Асида Георгиевна. К сожалению, наверное, все-таки спектр вопросов настолько широкий, что у нас нет времени, есть желание продолжать задавать вопросы, но, увы, я думаю, что это не последняя, конечно, не последняя ваша встреча с журналистами. Пресс-центр Абхазского телевидения для вас всегда открыт. Обращайтесь, спасибо. И мы максимально постараемся помочь вам в вашей нелегкой работе. Я очень надеюсь на журналистов тоже, потому что журналисты именно те, которые выявляют эти нарушения, которые должны говорить об этом. А мне говорить: реагируйте.
вот мы вам нашли эти нарушения, а вы реагируете, я готова. То есть я всегда благодарна буду любому звонку, любой информации, которая говорит о том, что есть проблема, и с ней надо бороться. И чем чаще журналисты будут говорить категориями прав человека, тем больше и население будет этим категориями как бы оперировать, да? Не думать, что кто-то им должен помочь, а понимать, что эти права должны быть обеспечены. Спасибо. В этом наша общая задача. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, на этом пресс-конференция уполномоченного по правам человека Республики Абхазия Сиды Шакрыл подошла к концу. Уважаемые коллеги, вам большое спасибо за вопросы. Всего доброго.